26 мая, выступая перед так называемым парламентом, Лукашенко в отместку за реакцию на террористический акт с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут сами ловить мигрантов на границе с Беларусью. После этого правительство Литвы заявило о рекордном потоке нелегальных мигрантов со стороны Беларуси, увеличившемся почти в 5 раз по сравнению с цифрой за весь прошлый год. Диктатор мстит Евросоюзу за отстаивание прав человека в Беларуси и открывает коридор для нелегальной миграции из Ирака и Сирии в Европу. Мы видим, что такая ситуация не случайна и очень хорошо организована именно режимом. За последний месяц было совершено в 2 раза больше рейсов из Ирака в Беларусь. То есть режим, используя турфирму «Центр-курорт» управления делами нелегитимного, специально перевозит нелегальных мигрантов из Ирака, которые автоматически получают белорусскую визу по прибытии в аэропорту Минска и сразу же отправляются на границу с Литвой. В свою очередь, белорусские пограничники с подачи диктатора способствуют нелегальному трафику мигрантов в страны ЕС. Режим выстрелил себе во вторую ногу. В список своих уголовных статей диктатор и его пособники добавили еще и организацию на государственном уровне незаконной миграции. Даже согласно нынешнему Уголовному кодексу Беларуси, за данное преступное деяние его организаторам и соучастникам грозит до 7 лет лишения свободы. Также своими действиями диктатор нарушает протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. По факту, сейчас на наших с вами глазах вновь совершается уголовное преступление по законодательству Беларуси и стран ЕС. Диктатор сам из-за собственной природной мстительности продолжает упорно очернять себя в глазах мирового сообщества, добавляя основания для международного уголовного преследования. Команда Народного антикризисного управления работает над тем, чтобы организатор незаконной миграции и лица, способствующие совершению противоправных деяний в пограничном и таможенном комитетах Беларуси, были привлечены к ответственности также и за эти правонарушения. Любое незаконное действие диктатора не должно и не останется без последствий.